Здравствуйте, мои хорошие! Вот и наступил день, когда мы с вами снова встретились. Рассаживайтесь на свои места. Давайте вспомним, какой сегодня день недели. Какое время года? Назовите месяц. Молодцы! Пока мы готовились к занятию, цифры для вас приготовили сюрприз. Они, ребята, перепутались. Вам надо поставить все цифры на свои места. Какое число самое маленькое? Правильно, 0. Он будет стоять самым первым. За ним поставим число 1, а следующее число 2. За числом 2 будет стоять число 3. За тройкой поставим 4. За числом 4 стоит пятерка. За цифрой 5 цифра 6. Следующее 7. Затем 8. Но посмотрите, 8 стоит на своем месте. Какая молодец! И последним поставим число 9. Замечательно, ребята, справились. Молодцы! Следующая игра называется «Покажи столько, сколько». Вы должны опустить голову и послушать, сколько раз я хлопну в ладоши, а затем показать нужное количество пальцев. Готовы? Начинаем. Опускаем головки. Сколько раз я хлопнула? Правильно, 3. Опускаем головки. Сколько хлопков вы услышали? Конечно, 6. Опустили головки. А теперь, конечно, 2. Опустили головки и внимательно слушаем. Ребята, а теперь 8. Какие вы молодцы, очень внимательные. Внимание, внимание! В лесу соревнования. Зайцы тянут канат. Где зайчата победят? Сравните количество зайцев. Сколько зайчат справа? 3. Сколько зайчат слева? 4. Где зайчат больше? Конечно, слева. Кто победит? Зайцы слева. Какой знак поставим между числами 4 и 3? Больше. Молодцы. А теперь поиграем в игру. Вы должны поставить в карточках знаки больше, меньше или равно. В каждом круге я нарисовала точки, а вы должны определить, в кругу справа или слева точек больше и поставить нужный знак. Слева 3 точки, а справа 1. Ставим знак больше, потому что 3 точки больше, чем 1. Слева 4 точки, справа 3. Значит, снова ставим знак больше, потому что 4 больше, чем 3. Слева 1 точка, а справа 2. Какой знак поставим? Меньше. 1 точка меньше, чем 2. Молодцы.
Слева 5 точек, справа тоже 5 точек. Какой знак поставим? С обоих сторон одинаковое количество точек, поэтому ставим знак равно. Слева 2 точки, а справа 4. Какой знак поставим? Меньше. 2 точки меньше, чем 4. Молодцы. Слева 5 точек, а справа 6. Какой знак поставим? Меньше. 5 точек меньше, чем 6. Молодцы, ребята. А теперь я предлагаю порешать задачки в стихах. Слушайте внимательно. 3 цыпленка стоят, на скорлупке глядят. 2 яичка в гнезде у наседки лежат. Сосчитай поверней, отвечай поскорей, сколько будет цыплят у наседки моей? Конечно, 5, так как 3 цыпленка уже вылупились из яиц и вылупятся еще 2. А 3 и 2 будет 5. Молодцы! Раз к зайчонку на обед прискакал дружок-сосед. На пенек зайчата сели и по 2 морковки съели. Кто считает, ребята, ловок, сколько съедено морковок? Если каждый из зайчиков съел по 2 моркови, сколько всего морковок съели 2 зайчика? Конечно, 4 моркови съели зайчата. Молодцы. Продолжаем. На крыльце сидит щенок, греет свой пушистый бок. Прибежал еще один и уселся рядом с ним. Сколько стало щенят? 1 и еще 1, конечно, будет 2. У домика утром 2 зайца сидели и дружно веселую песенку пели. Один убежал, а второй вслед глядит. Сколько у домиков зайцев сидит? Конечно, если было 2, но стало на 1 меньше, значит, остался 1 зайчик. Испугались медвежонка, еж с ежихой и ежонком. Сколько было всех ежей? Посчитай-ка поскорей. Верно, 3 еж, ежиха и ежонок. Сколько бубликов в мешок положил ты, петушок? 2, но дедушке дадим, и останется 1. Молодцы. Посмотрите и назовите, что вы видите. Правильно, круг, квадрат, прямоугольник. А если их объединить? Верно, это геометрические фигуры. А теперь поиграем в игру «Кто внимательный?». Когда я буду показывать круг зеленого цвета, вы будете шагать на месте. На желтый ставите руки на пояс. На красный замираете. Готовы? Тогда начинаем. Красный, зеленый, красный, желтый, красный, зеленый, желтый. Молодцы! Ребята, что вам это напоминает? Где должен переходить дорогу пешеход?
только в разрешенных местах, где есть светофор, по пешеходному переходу, по подземному переходу и по надземному переходу. Молодцы, правильно. Следующее задание. Вам нужно вписать, сколько геометрических фигур вы найдете в нарисованном петрушке. Считаем треугольники. Шляпа и 2 кисти рук. Всего 3. Кругов. 1 – это голова. Овалов. По 2 на руках, получается 4. Тело 5. И еще на ножках по 4. Всего 9. Молодцы, ребята! Вот и подошел к концу наш урок. Вам понравилось? С нетерпением буду ждать нашей новой встречи. До свидания!